Вот так вот стрим пишется. Стрим. А? Нет, ну понятно, ну просто рисуй, конечно. Просто папа тебе говорит, как оно пишется, чтоб ты знал. Угу.
Махан. На, попей. Что тут написано? Вот, пожалуйста, подождите. Жди, говорят, пока загрузится. А тут написано: для продолжения нажмите любую кнопку. Ну, то есть любую кнопку нажми. О. И началось. Вот тут написано продолжить. То есть ты продолжаешь ту игру, которую ты вчера остановил. А это новая игра, то есть заново начинаешь. А тут загрузка игры. То есть ты загружаешь то, что ты сохранил ранее. Видишь, как много всего. Это настройки, автор и там прочее. Понял? А? А? Угу. Продолжаем. М? В смысле? Куда подел? Мама забрала, да? В смысле, куда она забрать-то могла? Может, положил куда-то просто? Куда-то наверх положила, да? Ну ты с собой в школу не брал? Ну все, значит где-то дома. Не переживай. Монстры наши. Прикольно. Так, хорошо. Ага. Что? Кушать-то? Да, вот хлебушка покушаем. Нормально. Куда потопаем? Ну, предлагаю пойти сдать квест. Вот здесь. Или все-таки закончить с этим? Туда пока рано. Туда пока рано. Это, видимо, ЧАЭС. Туда идти не стоит. Ну, не то чтобы далеко, а скорее просто... Рано нам туда пока соваться. Рановато. Блин, хотя деньги забрать тут тоже хочется. Ладно, потопали туда. Кстати. Забытый хабар. Пошли. Я вчера еще мод на звук поставил, чтобы он звучал намного приятнее. Тоже сработает. Свет включи. Так, хабарчику сходим.
М-м-м. Так, интересно, а почему я не забрал этот хабар ранее? Да и как будто бы я тут не был, что ли? Ага. Ну где тут наверху? Так. А? Что говоришь? Не, он где-то вот тут как будто бы, или вот там выше. Видишь, вот тут, вот 26 метров. То есть 26 метров прямо. И вот видишь стрелка наверх? Значит он наверху где-то. О, походу нам посюда подняться надо. Любезно расставили. Угу. Да, вот где-то... Вон он. А вот и он. Класс. Так. Тик-тик-тик. Вроде ничего нету. Блин, меня, конечно, любопытство распирает, и хочется пойти в этот туннель. Чекнуть, что там. Два. Что это означает? Так, ну-ка поедим. Хлебушек, хлебушек. Два. Я, может, какой-то пароль должен увидеть? Типа 2. А тут где-то будет написано следующая цифра. Типа. Угу. Так, отсюда ничего не видно. Может, сверху? Может быть, может быть. Так, с этой стороны цифры нет. Тогда, наверное, наверху. Может быть. Или еще ближе где-то. Если кругло смотрим. А может быть и внутрь здания, кстати. А внутрь никак не подступиться, да, как будто бы. Непонятно. Хорошо, сейчас посмотрим. Попробуй еще раз подняться.
6, 8. А, да ну. Так, погоди. 6, 8. Так, сейчас давай-ка наверх поднимемся. Откуда будет видно? Отсюда, наверное. Да, вот смотри, отсюда смотреть надо. 8, 6, 2, 2, 6, 8, 2, 6, 8. А, это я тут бюро завалил, по-моему. А, пароль же... Да ладно. Окей. Мы сейчас тогда туда пойдем, походу. Там пароль заберем. О, вот. Что это? 3? А, 4. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ха, прикол. Ну, класс. Ну, практически, да. Угу. Хорош. Ну, нормально. Четко. Ястреб. Модернизирован руками Новикова армейский бронекостюм серии PS3-5. Как видно, армейский стандарт не учитывает особенности зоны. Поэтому костюм пришлось серьезно доработать. А? Ну да, дорогой. Хороший. Вот с ним, скорее всего, будем ходить долго-долго-долго. Чё, дурак, что ли? Откуда взялись? Пугаете. Невзрачный. Это дикий остров. Невзрачный тайник. Давай заныканный в хабар вот так попробуем пройти. Сюда. Ты знаешь, как пишется броня? Слово. Вот. Это броня. Вот так пишется броня. Б. Р. О. Н. Я. Броня. Вот. А это знаешь, что такое? Противогаз. Вот. Так и пишется. Запоминай. Будешь меня потихоньку просвещаться, учиться. Ну. Вот, сейчас посюда пройдем сюда.
болото. Вот это вот называется болото. Говорят, что наш город Якутск был построен на болоте. Здесь раньше было болото, но потом его всего засыпали и сделали город. Ну, типа, якобы. Но, скорее всего, не все было болотом. Какая-то часть. Наверное, не зря такая молва идет. Не просто так. Угу. Аккуратно тут вокруг аномалии. А? А? Так сюда. Было. А? Зашел. Привет, Деменыч. Да, моды есть уже. Много чего поставил. Котенка. Так, давай-ка ты попробуй добраться сюда и найти этот хабар. Сейчас папа там разберется, что там.
Ну-ка. Как успехи? Как успехи? А, нашел уже, да? Что там было? Буману нажимаешь. Вот это было? А, кстати. Совсем забыл про это. Буда. Буда. Вот это, да? Да, а еще это, а это. Ну ты скажи, патроны. Вот. Да, я напишу. Вот. Патроны. Или пули по-простому. Так, что еще? Вот аптечка. Этим ты лечишься. Аптечка. А тут пальчиком указывает на брата. А я говорю, нельзя. Вот поэтому он и плачет. Вот. Вот это находил? Это антирад. Противорадиационный препарат. Ну, в общем. Препарат. Вот все. Дед за СССР, привет. Какие моды уже есть? Ой, много чего. Много чего. Оптимизация самой игры стоит. Так, что еще? Улучшение звука. Это база полотня. Лагерь Тихого. А, да ты что? Так. Радио всю поменял. Теперь там всякие разные классные песни играют. Типа Агата Кристи. Кино. Вообще кайф.
Так. О, тихий. Нихера он. О, сталкер. Слышал, что у полдня творится. Фауст, Да, у нас я такой же шукав как... горщики та забрав половину людей з острова. Тут у мене няни в кельним бар. Виконував. Фас бродяга пособачился, половину людей с острова увел. Тож чим можу тебе Так, порадити? чему могу тебя порадовать? Я к нему... Я к нему, кстати, да, по какому-то делу приходил. Ну, должен был прийти, я точно не помню. Давай поговорим. Ти казав. Ты говорил, у тебя есть дело для меня. О, сталкер. А полдень про тебя уже шепчется. Странный ты. Говорят, не боишься, не брезгуешь. Не боїшся? А да, ты ж ко мне по делу. Вот я балда. Так ти Ан ж до сапер. мене по ділу. От я. Отже, ось Значит, що что у меня есть? потрібно. Нужна компактная пси-установка. Здесь такой под запрет. Під забороною. М, Але я знаю, де Но я знаю, где достать. на На кордоне. А что скажешь? Що скажеш? Возьмешься? Візьмешся? На кордон? Джолур, тебе что надо? Вот он... Не гамматтар детям где меня ехал и все. Он уйдет, кэс. Того ты ганы? Котенка. Что за прибор? Що це взагалі за прилад? Він на лампу схожий. Але якщо увімкнути, не світить. А мізки випалює. На лампу похож. Сталкери кажуть, що такі раніше на наших старих вівтарях знаходили. А. Вот, дед, за СССР ты будешь смеяться, но этот парень из Монолита. Это очень забавная хуйня. Ну, я не знаю, ну, всякие люди там были, я думаю, ну, как бы, исполнителю желаний насрать какой-то раз и там прочее, то есть там он любого примет под свое влияние. Но так как теперь исполнителя желаний нет, они освободились от его влияния и стали вольными, короче, свободными. Джо, Воскуере, кайбыны эскигерем берем де яха. Очоно тугумана няны тура. Воскуй оны битти. Оны тарбаккана ныйма убайдарга. Кто я? Ох, убайдарга вообще. Оны харысканы убайдарга итти. Идете? И все. Очыккын да. Голодный, да? Ну хорошо. А читай тахана это. Папа макарон куто ехать. Вон это не сенцо. Ну да, макарон. Так, а почему это прибор под запретом? Кажеш, тут таке заборонено? А чому? Це все Это бродяга все. Он считает, что полню лучше не трогать то, что хоть как-то с монолитом связано. якось з монолітом пов'язане. Воно, звичайно, Оно-то, конечно, так, но можно же и энергиком по-человечески жить. якщо Если уж, твое, вже хтось если уж за твое прошлое кто-то платить готов. бачить, що такий Тем паче, что такое старье уж вряд ли работает, а на сувениры в самый раз. Да он зря, по-моему, с таким дерьмом типа играется. Просто штука в том, что монолитовцы, они после влияния исполнителя желаний стали очень легко подвержены этому самому психическому влиянию, пси-влиянию. И они очень легко зомбируются. То есть, например, если вдруг ворвется один контролер на базу монолита, то они все станут его этими солдатами практически. Гаразд. Хорошо. Для тебе псі- Найдут для тебя пси-установку. Знаешь, где конкретно она может быть? Може бути, знаєш? то, наче Привет, Квадробер. сталкер, який до тебе за нею пішов. Откуда? Але Я из Якутска. на прощання, правда, надіслав мені якесь дивне повідомлення. Щось про пасажирів, які її бережуть, і військових, у яких є те, що йому потрібно. Я пробував. Військові МСО на старому КПП. От звідти б тобі і почати. І ще. Знайдеш установку, на кордоні і залиш. У Сидорові. Ё-моё, мы что, с Сидоровичем сейчас увидимся? Він платить. Сидорович. Приколдес.
Найти торфа на старом КПП. Обалдеть. Не, ну это, конечно, замечательно, но давай поторгуем. Ну я... Так, я тебе... Блин, я просто в ахуе. Меня оценка режет, если что. Чтобы вы понимали. Тут, короче, ванильная версия, она по... Ну, баланс экономики, баланс... Короче, тут баланс сломанный вообще. В ванильной версии. А мода еще хоть как-то более-менее правит это все дело. Ну, чисто пример приведу. В ванильной версии, к примеру, вы за выполненное задание, ну, там получите максимум, ну, 1000 купонов. Ну, типа, это местная валюта, купоны. И все, блин. А починка оружия и там прочего, она ломается очень быстро. Это тоже вот, типа, поломанного баланса касается. Починка оружия стоит, ну, если пушка в нулину вообще сломана, она будет стоить 14 тысяч. Вдумайтесь, типа, если вам надо будет выполнять какие-то задания, у нас, ну, просто даже, ну, всех квестов не хватит вообще на начальной локации, чтобы починить хотя бы одну пушку. Короче, вообще, блин, баланс полный придурок делал, короче. А тут моды все подправили, более-менее. Разве что, видимо, в угоду баланса как раз таки они сделали эту тему с тем, чтобы, ну как-то, чтобы ты не сильно обогащался, что ли, я не знаю. Ну, чтобы экономику не порушить. Так. В общем, более или менее игра действительно становится играбельной только после модов. Рекомендую ставить моды. Если будете играть, просто сразу идите на сайт Nexus и ставьте моды. А моды ставятся очень легко. Супер просто. То есть там никакие сторонние приложения не нужны. Берешь, копируешь там в какую-то определенную папку и все, готово. Так. Ну давай броник чисто продам, чтобы место разгрузиться. Так, тут у меня есть Я все думаю. кровать. Молодці ті, хто з Фаустом пішов. Я все думаю, молодцы те, кто с Фаусом ушел. Лучше бы они не пожалели. Лишь бы не... Чего бы. Обратно вроде не порастимся пока. Мы хоть с Тихим, но сами себе хозяева. А с Фаустом так получится... Сам ты как думаешь? Код, пятно. Смотри ты, Сталкерс не зашел. Сталкерс не зашел. Дима эталон. Бувай. Привет. Бывай. О, Геркулес. Прикольно. Блин. Уже легкий перевес. Mübarek gördüğü can bir tane. Ого. Ну як там? Вот, продам наркоз. Как-то хочется налегке ходить. Ладно, короче, эти тоже продам. Правда, и они ни хрена не стоят. Нейропирот не ставил, народ уже играет, но он кринжовый. Да, я поэтому его и сносил. Я его ставил, но он такой. И, блин, у меня просто ощущение такое появилось, что оно игру как будто бы ломает.
С ним багов чуть побольше, как будто бы было. Поэтому пока так. Да этот, блин, язык-то украинский, он безумно похож на русский. Поэтому... Так, нормально. Пускай будет. Блин, мне показалось, ли какое-то пси-поле преодолел сейчас. А чё они перестали шмалять? Найти торф. На старом КПП. Да ладно. Это... Да ну, это же, блин. Это же деревня новичков. Да, это она. Блин, я только признал. Я только понял. Ха-ха. Да блин, ну пойдем. Пойдем. Что за чел? Костя везучий. А кто его так? На всякий. А вдруг зомбирован? Ну мне хана, походу. Ну, пипец. Ну охереть ты крепкий. Я ему раз в голову попал и не умер. А? Что? Да, бандиты. Блин, и где аномалия? Ёпта, я как раз в ту сторону хотел пойти. Ранен, говоришь? Держи, блин. Да ну нет, выброс что ли? Блин, я добегу. О. Побежали, 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 побежали. Блин, что за тела вообще? О. О, нормально. Так. Кто такие? Базарить с собой не хочет.
Мгм. О. Харский тренер. Саги, блядь. Голландец. Чё нового? Там торганул, тут подшабашил, а подвиги пусть долг совершает, если так чешется. Ну, окей. Кит уставший. Давид Рокер. А? Он там просто группа сталкеров. Чуть с вольными сталкерами не поссорился. О, да это же один в один, блин, вообще. Welcome. Амерт стример, здорово. Спасибо за фоллоу. Блин. Блин. Зря я так закинулся, по-моему. Ох. Ja, men kan betyda det. Блин. Что-то жестко глушит. Больно. Корона. Кайф. Нормально. Фух. Стонкс. А! Железная дорога, я подумал, что за стена? Стрельба. Сейчас осмотрим дом. Кто-то не хотел гостей. Надо перекусить.
Вижу. Кто-то тщательно бережет свои ништяки. О, драпешник. Ага. Блин, бандиты, походу. Записка для Клеркс. Клеркс, пишу на случай, если не вернемся. Подслушали бандюков и стонали по рации, базарили про сейф, где награбленные прячут. Сегодня по ночи пройдем туда. Найдешь записку, значит не выгорело у нас. Ну или мы у тебя вдоль решили не брать лошару. Окей. О, комбинезон уемника. Ништячок. Но он, правда, не такой хороший, как у нас. Продадим. А? Бандит убивал, да? А, хочешь их убить-то? Ну, давай. Вперед. Где? На улице. Хорош. Еще есть. Справа. Ага. Левее. Уже внутри, что ли? Вон, вон. Еще. Справа. Да. Не, снаружи. Да, правее вот так. Лечись. В дом заходи. О. Спасибо. А? Дробовик-то. Да не, можно и с этого. С автомата. Просто в голову попадаем. Все. Смотри, как папа делает. Видимо, кончились. Так. Ничего особенного. Мутант. Макс мутант. Можно посидеть у костра теперь. Так.
Ай, блин, я думаю, я болтами кидаюсь, и это гранат. Казус. Так, помните, тут схрон точно был. А там дальше мельница еще была. О, плоть. Вот это сальтуха. Что, никто не выйдет на выстрел? Только эта плоть была. Ну ладно. Консервы с дождем. Кайф. В прошлый раз, помните, тут излучение как будто бы было сильное. Так. Там замок стоит, походу. А? Ключ, что ли? Да нету замка. А? Чё? Папа. А? Так. Не-не-не. Папа понял, ну из окна, короче. Да. Только аккуратно. Ну там аномалии может быть. Ну папа еще скажет. О, всё. Давай. Не, возвращайся. Молодец. Соображаешь. Угу. О, что это? Бинты валят? Нет, что нормально. Был бы враг, напал бы. Ключи. Теперь вот это. Угу. Теперь туда. Оно открылось, что ли. Ну, правильно. Молодец. А, все возьмем. И все. Большой такой квест. На соображалку, так сказать. Папа. Чё? Ну ты говори. Это и? А? Папа. Это бомба здесь? Это бомба. Ну, там, да, наверное, тоже можно. Гранатой, кстати. Тоже идея. Эх, поскорее бы озвучка вышла.
Ну все, побежали. Сидорович нас заждался. Сидит, пердит там. М. Блин. Я, кажется, мод на этот, на респаун снес. Теперь они мне появляются буквально вот так вот близко со спиной. А. Вот это да. А? Туда, да? Ну там у нас задание, квест. А это что-то любопытное. Это портал, по-любому. Или артефакт. Хотя вряд ли это артефакт. Ну я даже не знаю. Ну попробуем. Опа. Папа, А, все упал. да, видимо, тут все падали и умерли. Правда, почему они умерли, а я нет? Ну, как-то странно даже появились. Ну, типа, просто и мы на месте. Где же спецэффекты, все такое. Блин, а высоко. Так, а как спускаться? Может, с той стороны? Посмотрим. Ну да, вот тут как-то пореальнее. О, отлично. Мельница. Так, здесь 100% есть артефакт. Или хабар. Вот тут. На помощь. Кабанчики. Прям в шею. Ох, сталкер, дякую. Спасибо, я уже думал, кровью стекло. Сходил за схроном, блин. Не треба було. Не надо было лося с собой брать. Гребаный мутант. Я ничего не успел сделать. Я навіть не встиг нічого зробити. Что случилось? Ти ж наче не новачок. Как тебя кабаны тебе так кабани подрали? підерли? Та бляха, Лусю приперло розпитати мене. про Лоси те, приспичило расспросить меня кое-о чем, неважно. В общем, заболтался я, получил бочину. Не знаю, как сил Не хватило. знаю, як сил вистачило сюда сюди доползти. Але що я Но скажу? че я жалуюсь? Напарника моего вообще там взагалі разорвали. розірвали. Он же чисто за компанию со мной пошел. зі мною пішов.
Тайник на элеваторе. Смотри-ка. С хабаром поделился. Чего не открылось? А! Чики-брики в схроне. Ага, ну вот он. Так, окей. Угу. Кипарис. Патроны. Да ёб вашу мать, чё так много бандитов? Вроде есть один. Ща позырим. Ранил, наверное, его. Да, кто-то валяется, корчится, видимо. Где-то там. О, как раз. То, что зона прописала, как говорится. Угу. Так, а это, видимо, лось. Леха лось. Так. Сидорович там. Там пиявка напарника ищет, чтобы до схрона пройтись. Как все удобно складывается. Ты бы присоединился к нему. Нахера? Он же всех заманал тут. Хоть отдохну от него немного. Забыл, о чем мы с тобой говорили. Иди с пиявкой, расспрашивай его, откуда деньги на пушку. Про мсоповцев спроси. И уверен, он тебе на уши присядет с этой темой. Так, ладно. Значит, пиявка врет, да? Блин, вот где-то тут. Непонятно. Так, ти щось хотів? Показать КПК. Лось тебя предал. Я КПК Лося знайшов. Так от, Сидор підозрював, що ти в обхід нього торгуєш з військовими. А Лось планував тебе вбити. Планировал тебя убить. Бляха! Кто-то, я думаю, что он за мной увязался. Він за мною Ну, ув'язався. падла, по делам ему. Ну, падло, так йому і треба. І Сидор хай в сраку йде. Мене він... Меня он подозрел. Да каждый, кто у него на крючке, думает, как соскочить. Зіскочити. Ладно, Слак, спасибо, что рассказал. Я в себя приду и двину. Куда-нибудь подальше от деревни. Я в себе прийду та піду собі. Куди-небудь далі від села. Это хорошо. Предупредили человека. Так. Ну, Сидорович тащит свинота, видим. Если я прав, он хочет толкать артефактом СОП напрямую. Возвращаешься один, а если я ошибся, то хай живет. Я заплачу в любом случае.
Ну, не знаю, в зоне выжить не у всех получается. Да и автомат мне его давно приглянулся. Дело твое, но тогда принеси мне его КПК, никому об этом. Понятно. А чё, эту инфу можно с кем-нибудь еще поделиться? Со всеми сталкерами в деревне, к примеру. Сыренера, ёппон, пожалуйста. Блин, красиво. Все-таки RTX тут работает. Свет так ложится четко вообще. Ах. Так. Тут осмотримся. Блин. Ну, охереть, тут много аномалий. Да блин, говно. Собачье. Да ладно, ничего. Эх, пошли. Займаю укриття! Опять играет, когда все спят. Здорово. Да ладно, их так мало было. Нет, не так уж и мало. Здорово, здорово, Гудзон, здорово, здорово. Что, знаешь это место? Я уже почти у Сидоровича. Рядом. Вот тут ты выполняешь практически самый первый квест от Сидоровича. Ну как от Сидоровича? Сидорович тебя посылает к волку, а волк тебя посылает сюда, чтобы вызволить сталкера по имени Шустрый. А там уж как пойдет, типа. Тайник на башне элеватора. Так я его уже и брал.
У. Блин, может быть, есть. Не, нету. Уже затрещал бы. Все, деревня новичков вот тут прямо близко. А вот и оно. Да. Вот она, деревня новичков. Знаменитая. Штангист. Так, интересно, волк на месте? Что с волком было, кстати, я не помню. Он жив или нет? Какое-то новое здание прям стоит уже. Киньте вже ту Кіт. свою зустрічку, га? Радіації чи бандитські кулі відверто кажуть. А, врач, значит. Нові комплекти бачив? Я поруч жити не хочу. Ну, в какой-то веке как-то цивильненько стали. С погребом. Как-то более-менее цивильненько стали жить. Були артефакти, прямо артефакти ще. А зараз що? Леха Штырь. Саня Сайга. Горец. Курильщик. Лайна в зоні з моє побачиш. Теж почнеш спокій цінувати. І тепле. Клык. М. Ох, черепуха тріщить. Усе, більше ніякої горілки. Заметка для друга новичка. Что, малыш, решил сам зону двинуть? Хорошо, пусть так и будет. Не ишачь зря на Сидоровича. Я дальше на свалке у депо нормально хабара прикопал. Хватит подняться на старте. Ті тут коти лають, прямо як на великій. Тільки ці не тушонку, а людське м'ясо їдять. Нормально. Так. Мгм. Гей, можеш допомогти? О, ну-ка. Мужик, Шпрот. кинеш анекдот? Давай. Анекдот, слушай. Давай, розказуй.
Ідуть, коротше, И тут, в общем, два сталкера. Опытный и новичок. і новачок. Ну и короче, Коротше, как там дальше? як там далі? А, и опытный говорит новичку. Новачку. Иди вон к тому дереву. Але Но очень медленно. Тот нервно подходит туда, а опытный довольно кричит. кричить. Как же он там сказал? Сейчас помню. Як же він там сказав? Чекай, зараз згадаю. Брешут, что тут аномалия. Угу, а досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та Бородатый анекдот. Даже я его знаю. Так, блін. Да блин, слушай, сталкер. Я тут в компанию влиться пытаюсь, Компанію влитися. но ни хрена не выходит. Але ні Думаю, не виходить. Ты уже понял почему. Ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Подсоби мне. Да, я к мужикам подойду, а ты мне по рации мне анекдот нашепчешь. наговориш. Прикольно. Бували? По тебе видно, что ты бывал. Должен много их знать. Ну, думаешь, поможет? Не чекав такого. Вот такое я не ожидал, конечно. Думаешь, анекдот тебе поможет? Ну так. Ну да, юмор весь. С людьми контакт наладить помогает. Конечно, это не все, но слово за слово, а там, глядишь, и напарник у меня нарисуется. Лучше уж минута позора, чем сдохнуть в аномалии, потому что некому утащить. Я так вважаю. Я так считаю. Давай попробуем. Та кілька анекдотів чув. Спробую допомогти. О, супер. Супер, давай так. Я сейчас пойду к ребятам, а ты залазь на чердак А ти залазь возле костра. на горище біля вогнища. А как будешь Як будеш на точке, свяжемся скажемо по рации. рації. Погнали. Блин, угарная тема. Давай. Готовий? Тоді починаємо. Готов? Тогда начинаем. Мужики, увага! Внимание, анекдот. Блин, опять этот юморист. Попадает Сидорович в больницу, Потрапив якось Сидорович до лікарні. а доктор ему говорит: Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже: знаете, какая разница Знаєте, яка різниця між вами та... между вами и... знаєте, в чому різниця між вами та... и... искрой? Или луком? іскрою у розмірах шрама. та... Искрой. В размерах шрама. Слышал, а слабо также в глаза Сидоровича пошутить. Да все, расслабься. Мы с тебя угораем. Давай-ка на... вздрогнем за смелость. Ну тогда давай, наливай. Только все не выпивайте. Я мигом. Блин. Про Сидоровича пошутили. Дякую. Спасибо, сталкер. Первый шаг сделан. Место у костра у меня есть, а там скоро и напарника себе подыщу. Ось тобі за... Вот тебе за креатив. креатив. А к мужикам пошел. Давай, здоров. Бувай здоровий. 300. Так сказать, за тракториста. Ладно, хорошо. Нормально. Ну чё, настал тот самый момент, когда мы увидим это пухлое лицо. Ну чё? Сука, сидит. Здорово! А меня тут каждая собака знает. По отчеству. Я в зоне дальше с большими людьми вел. Когда дела с большими людьми вел, когда ты еще только по горшку присматривался. Да. Ну так и есть, скорее всего, с людьми некоторыми. На моем кордоне всем хорошо должно быть. И тебе, и мне. Поэтому если ты затариться или продать чего, то по адресу.
Но если другие вопросы решить, то их можно. Но сам понимаешь, уже не за просто так. Такую помощь придется отрабатывать. Не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Так, давай глянем на твои товары. Це вже ділова. Деловой разговор пошел. Уважаю. Не густо. Вообще не густо. Ну, цена такая же, как и у всех. $71 000. Ох, ядрить я богатый, ё-моё. Ну, надо бы как-то это... Да, надо как-то эти деньги реализовать нормально. Есть какое-то особое задание? Задачка із зірочкою знайдеться для мене. И соответствующая оплата. Так, тут Так, лихач один. Жгутом зовут. Возомнил из себя большое начальство. То на поставщиков моих выйти пытается, то новичков вербует. Крыса. важків вербує зараза. І все це, И все тут у меня под носом. ніби я тут Все тут у меня под носом. Вот я тут для красоты сижу. Такие умники плохо заканчивать. Надо, чтобы этот потрібно, не стал щоб исключением. став Возьмешься? візьмешся. Так, говорить с ним не пробовал. Отак одразу на той світ. Вот так вот сразу в расход. Поговорити з ним. А просто поговорить с ним не пробовал. Сиджу тут, Сижу тут старый пень и не знаю, как проблемы решать. Оказывается, можно было просто поговорить, ё-моё. просто поговорити. Та ти що? Да ты шо? Объясняет Скиф. Это не должен был... Это он должен был поговорить со мной, прежде чем хозяйничать у меня в деревне. Тоді, мабуть, Тогда бы у него был шанс. коротше, миротворці. Короче, это, берешь задание или нет? Погнали, чё? С чего начать? Візьмусь. Где искать Цього жгута? шукати. Почни зі Начни с свинофермы. Мені сказали, Мне що сообщили, він что он час там крутиться. часто крутится. Дізнайся, що він задумав. А потім приший. Зрозумів? Так? Ну тоді рухайся. У меня, по-моему, всегда вот эта песня играла, да? Всегда. Буквально всегда. Что за трек такой? О. Это что, кэшбэк? Упс. Ник на КПП военных. Сержант с КПП борзеет. Вдоль просится дурак. Придется координат нашего схрона КПП военной полиции скинуть. Замена ему, конечно, найти трудно будет. Да что делать? Живий? Так, да, еще задание. Роботу шукаю. Что можешь предложить? Можу. Парочку заданий могу подкинуть. Выбирай давай, что смотришь? Обирай давай, що ти вилупився. Спасительный артефакт. Ну давай.
сталкера, який зі мною Сталкер, который со мной работает, надо выручить. Придурок задолжал бандосам, то ли в карты проиграл, то ли проспорил, хрен заберет, берет. заклад програв, хрін розбере. Коротше, бандоси борг вимагають. Долг требует или его голову. Торговались на артефакт, но не обычно, Артефакті, але не а просто так его не найдешь. Ну и деньги я не плачу им немалые. проте і гроші плачу немалі. Ну погнали. Добре. Мене влаштовує. Згода. І давай без викрутасів. Сука, а я арфу продал когда-то, я помню. Буквально вчера. А кто знал? Живий? Расскажи о деревне новичков. Розкажи мені про село новачків. Деревня, она и есть деревня. Во-первых, тихо здесь, потому что знают все друг друга. Как облупленных. Кто на что годен. А в чем наоборот, дурак дураком. Во-вторых, за чужаками тут приглядывают, не только я. Поэтому если ты сопрешь чего или кого обидишь, отмудохают. Все разом, оптом и в разницу. Відмудохаю. Усі разом. Гуртом і в роздріб. Уртом. По-третє, Ну и в-третьих, тихо не значит бедно. У меня не Клондайк, конечно, но и не гастроном в Припяти. гастроном Не веришь, так на товар посмотри. Первые полчаса бесплатно. на товари подивись. Перші півгодини безплатно. Розкажи. Село. Так. Я тобі А тебе что, бесплатная газета о огне Чернобыльской зоны? зони. Хочешь свежий лапшик, к любому костру присядь, только тебе ее наварят, что даже в арте сможешь поставлять. Понял. Давай. Ёпта, уже ночь. Мультик. Клиентов у меня немного, но зато все постоянные. Всі постійні. Руки. Руки говорят, у меня из того места растут. Что не возьми, гарантия качества. Гарантія якості. Але це ж не моя. Но это уже все не моя заслуга. Сидорович, с таким инструментом, как он мне раздобыл, у любого бы дурака все вышло. Кожного Окей. Чинимся. Во, вот эта тема. Да. Свинцовый контейнер. Не, ну я вложился в этот броню вообще жестко сейчас. Поэтому я, скорее всего, с ним до конца уже. Физическая защита, уменьшение веса. Ну, кстати. Не, ну это, блин, бред. Так, давайте сабмод. Вот этот стол со мной вот прям надолго и... Скорее всего, даже навечно. Уменьшение падения урона. Настильность. Дальность полета пули. Бронебойность. Так, остальное так уже. Давай. Уменьшение веса один возьму. Так, а тут он уже не способен, да, видимо?
Все. Так. О, КПК Волка. Волк, ты тоже эти колбы видел? Что это за херня в них вообще? Эмбрионы, ячейки? Не, мужик, той срани, которые они там выращивали, точно лучше в этих катакомбах и оставаться. Так что вход подорв... То, что вход я подорвал, не хочу однажды так вот вам, когда нагрянут, и найти в деревне только освежеванные трупы. Что за жуть? Вход подорвал. Или это отсылка к чему-то? К каким-то событиям. Я просто что-то не в курсе. Блин, кстати, у меня же свежий этот контейнер появился. Ну, ячейка точнее. Да. Артефакт можно закинуть. А давай-ка все это я Сидоровичу продам. За столом сидят кровосос, полтергейст и бурю. Сколько ног на полу? Зеленые. У кровососа не видны, у полтергейста нет. У бюрера до пола не достают. 0. Опыта неправильно, 2. 2. Потому что ты, дурак, ноги считал, а не стрелял. На троечку. Анекдот сам себе нес. Блин, он там анекдоты рассказывает. Сейчас пойдем. Чё? А? Живий? От щасливий чортяк. Нет. О, Нормально.
Все продал, да? Ну, это не особенные у меня пушки. И броня такая. У меня все, что лучше, и вот у меня на месте. Не стал копить. Ну, а зачем копить? Нормально. Ну, 14, нормально. Я купил, ну, усовершенствовал броню. Кое-что усовершенствовал. Вот этот автомат усовершенствовал. Улучшил. Кое-какие характеристики поднял им. Хотя, может, понадобится. Блин, что бы такого продать-то? Да, воды продадим. Вдалого полювання, сталкере. Удачная охота. Давай. Только сначала поспать. Ніяк не можу до кровососів звикнути. Уже рік у зоні, а від них щоразу аж М? вивертає. Сумка, да? А? Ну, за спиной. Не знаю, куда-то ложит все время, когда ложится. Не показывает. А да, конечно, было бы хорошо. Если бы он такой сумку скидывал, положил бы куда-нибудь. Так. Так, на чердаке, значит. Сереги Массандра. ЦПК. Тоже неплохо. Я только с батей свой переезд утряс. Да не ссы. Сколько там того монолита? Перебьют, а потом ты и сам с кордоном куда не захочешь. Че это вдруг? Да я тут у Сидоровича один разговор услышал. С этим, как его, темным. Кажется, похоже, что он оазис, вот он идет где-то тут у нас, прикинь? Херазис. Йому просто самому помирати не хочеться. От і годує своїми козачками таких, як ми. Привет, Дон Станислав, здорово. Угу. Много. Так, а как на крышу подняться? Вопрос. А. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Я смотрю, мини-квестов в игре хватает. Пустой не кажется. Ну да, я и говорю, блин, господи. Недоброжелатели все как бы врут и врут. Ну ж понятно было. Система выведения ядовитых. О, прикольно. Это для костюма, чтобы улучшить. Улучшение, чертеж.
Блин, все-таки радиозащиту надо делать. А, только сначала я это продам все дерьмо Сидоровичу, чтобы какое-нибудь дерьмо, как его, количество денег было. А то мне кажется, что технику денег не хватит. До Сидоровича дошел, смотрите. Деревни новичков нахожусь. Живий? Хоч. О, Блин, Сидорович, конечно, красавчик. Сидорович never changes. Yes, yes. У него даже песня та же играет. Прикол, да? It's me, Сидорович. вдалого поль. Спасибо. На место по выгоне перебрался. Да нет, он там же сидит. Я, бля, в деревне новичков. День Чернобыля. Здесь. Right here. Right here. Right now. Радий бачити. Рад тебе. Хочешь по... заміниш ствол, так? Ага. Та тут і робити нічого. Так. Блин, ну... Не хватает. Ёпте. Не хватает. Но это ради защиты. Чтоб радиация меня не убивала. Она меня, твари, убивает потихоньку. Старость не стоит приятно. Вовку, кажуть, ти стрільця знаєш? Волк, ты... О! Во! И какой он? Реально, что ли? Аномалию чует и мутантов силой мысли отваживает. Обычно. Только лапшу на уши часами не вешал, как ты. А делом занимался. Я рисковать не люблю. Хорошо подготовился, все развил. Тогда все как по маслу. Кордон — лучшее место, чтобы такому научиться. Но разве меня кто-то слушает? Всем же сразу Припять подавай. Не, я этой зоновской романтики наелся. Хорошо там, где я, а не там, где меня нет. О, он проводник. Класс. З тебе адреса. І купонів трохи, чисто символічно. Символически. Террикон, убежище Росток. Кстати, а ценник-то хороший. Да, действительно символический. Залесье. На Росток еще, может, нет. Блин, на Террикон за 750 всего лишь. Да погнали. А хотя нет, давайте сначала здесь дела закончим. Плани. У меня к кварте собственный счет, особенный. Было дело на одном дальнем походе, их снайпер меня подстрелил. И как приманку использовал, пока всех моих не пощелкал. Як приманку використав, Нифига себе. поки всіх моїх не поклав. Знайду. Найду гада, рано или поздно. И тогда либо я, либо он. Тут без вариантов. Тут без варіантів. М, Хай зона тебе береже. Окей, давай. Короче, сапфир меня потихоньку убивает, поэтому не будем его носить.
Сидорович, если и будет куда-то перебираться, то вместе с бункером. Он даже выходить из него не будет, да. Не, ну... Прям оно. Ну просто оно. Вот разве что вот тут здание прибавилось. Я тут уже успел один квест выполнить. Там чел, новичок, хотел с бывалыми сталкерами заобщаться. И типа в этом ему помочь надо было. Ну типа знаешь как. Он такой говорит: слышь, вот ты, я смотрю, бывалый. Ты, наверное, много анекдотов знаешь. Можешь подняться, пожалуйста, на чердак с рацией и оттуда подсказывать мне, какой анекдот рассказать. И ты там такой, ну, в диалоге выбираешь, типа, варианты ответов и подсказываешь ему. Забавный квест. Рассказал анекдот про Сидоровича. Типа, Сидорович как-то пришел к доктору, а тот ему говорит: знаете, какая разница между Искрой и вами? А дальше он сказал: типа у Искры жопа не такая раздолбанная, что-то в этом роде, я не знаю. Ну там какой-то шрам такой был, и что-то с жопой связанное. И они такие, типа, эти сбывалые сталкера такие говорят: ой, нихуя себе, ты как про Сидоровича шутишь, нахуй. А слабо ему это в лицо сказать, типа. А потом говорят им: да ладно, мы угораем, то есть садись. Выпьем за твою смелость, бухнем. Типа. И все, как бы нормально все. Расслабились. В общем, чуваку помогли. Что я тут делаю? Найти торфа на старом КПП. Торф. Че, Вуду, что ли? Что-то мне не верится, что Сидорович оставит бункер и пойдет к доктору. С другой стороны, доктора себе бункера он тоже не пустит. Так что пусть доктор просто через окошко его осматривает. Погодите. Возник вопрос, так сказать. Как Сидорович срет? Как это мудло выносит свое дерьмо из бункера? Ну типа... Как это происходит? Может у него аномалия какая-то есть в толчке, которая просто дезинтегрирует все дерьмо его? Это ж какой силы аномалия должна быть, которая могла бы сделать такое с его дерьмом? Да не верю. Кто там? Блин, прикинь, солдаты. С винторезом.
Ничего мне колбасит. Табуретка. Как же ему насрать было, вы видели? Блин, как бы моего торфа не убили, которого я тут ищу. Хотя, погодите, я должен убить торфа. Че это я? Лаврик. Вынести бак с дерьмом. Да. Новичков, наверное, напрягает таким образом. Бедолаги. Сталкеры, возьмешь вон тот бак и подключи его в системе вентиляции бункера, где кровосос видел. Че в баке, не спрашивай. Подключи и текай оттуда. Ага, а потом, блин, этот кровососы нападут на деревню новичков. По запаху найдут, так сказать. Сидорович, падла, что было в баке? Они рассердились не на шутку. Таких злых кровососов я никогда не видел. И Сидорович такой. Хорошо. Угу. Скажу тебе. По старой дружбе. Там мое дерьмо. Блин. И теперь тебя кляхуха, говновоз. Говновоз, говновоз, говновоз. Жестко, да? Прикиньте, вот так вот берешь квест. Твое первое дело на зоне. У Сидоровича. И все, пиздец, ты говновоз. Не круто как? Но в то же время как будто бы, ну это... Не отлипнет, самое что обидное. Такая кликуха я точно не отлипнет никогда. Это навсегда. Ну ладно, заберу все, чтобы глаза не мозолило. Так, а торф должен быть где-то тут, в этой казарме. Видимо, какую-то инфу надо искать. Information. Но информейшена нет. Да ёлопал. А как этот торф вообще в принципе выглядит? Ну типа... Может ли это быть человек размером с Алексея Шевцова? И возможно он где-то под кроватью. Нет, под кроватью только водка. А хотя...
Ладно, по-моему, не тут. А где-то еще. Может тут? Все мы фантазер. Блин. А может там? Валера Ворот. О. Кого-то пытали. Диктофон записи допрос сталкер по прозвищу Торф. Отже, сталкер наближується Торф. На пост вийшов сам. Но пост вышел сам раненый. Просил охрану обеспечить его боеприпасами. Там пассажиры живые. Не должны. Какие пассажиры? Где? Оранжевые. Злые. Что ты несешь? Ты про старый туннель, что ли? Он закрыт. Уже 1000 лет. Какие пассажиры? Помаранчеві. Да, Айдара Бутира так Рамадан. Один, два. Я знаю код 1. Бляха, у нас прорив! А з цим що? Спійся він, бачиш? Виживе максимум до села дійде. Якщо знадобиться, знайдемо. Усе, йдемо хутко. Прорыв. Не, ну вот это, блин, полный кал. Короче, сейчас. Я же сохранился? Да, я сохранился. Дайте-ка я просто выйду из игры тогда. Я сейчас загружу эту тему. Ученого в костюмах, что ли? Да, видимо, там какие-то злые ученые в костюмах. Сейчас, я просто хочу загрузить этот. Он у меня уже есть, я просто его удалял. В смысле о том, что... О, ничего себе, подгон какой. Так. Так, Alive ставлю. Ну, еще аишку попробую поставить. Посмотрим. Может, норм будет.
Так, сейчас себе морсу налью. Я морс приготовил. Да. Ну, это я на компиляцию поставил. Все-таки без прогрузки компиляции игра как-то криво работает. Потом конфликтует с другими модами. Так. Импровизированный тайник. Так, давайте-ка я гляну на этот. На стену. Да мать твою. Стена Трампа, да. Она сама. Да мудак! Блин! Не дает мне ничего делать. Вы чё, пацаны? Воевать, а? Пошли, да? Ща, бля. Айрду еще. Я не пойму, они бессмертные, что ли? А, не, нормально, нормально. Все. Порішали, та мама. Єба! Ясно. У стены просто супер-мега-пупер снайпер. Просто киберспортсмен. Снайпер Саха. Который просто тебя выносит по-любому. Короче.
ГСК Game World также назвали области, да, которые, короче, получат улучшение в будущем. Это мертвые зоны аналоговых стиков. Пиз... Блин. Не, ну... Угу. Да. Да. Пуля уже вылетела, звук доходит с опозданием. Вот я уже там, считайте, мертвый валяюсь. Короче, уходим. Нормально. Все в порядке. Все еще все в порядке. Блин, аномалии тут этих, конечно. Так. Ну, предлагаю сходить в эту сторону, потом отсюда налево. Вниз. Все нормально. Да я живой. У меня броня прикольная. Видали? Помните, я вчера, короче, возился там с одним этим. Короче, там, где я Бюрера убил, там была дверь с этим, с паролем. Короче, от Варты, базы Варты, я пошел в сторону Залесья. Короче, какой у меня маршрут был? Сейчас покажу. Икар. По-моему, Икар это не... А, оно, да. Короче, от Икара я двинул. Вот к этой вот станции обслуживания. Вот здесь мы убили Бюрера, и здесь мы брали деталь. Пиздец. А мне обратно в Икар надо. Прикиньте, что забыл. Охуеть, я знаете, что забыл? Я забыл взять награду. Костюм. С пси-блокаторами, нахуй. Ну ладно, в любом случае нам туда вернуться надо будет. Ну офигеть, блин, что вспомнил. Я же там технику отдал. Кое-какие детали, которые мы взяли из смотровой, ну, точнее, из станции обслуживания, где находился Бюрер. И техник из Икара обещал нам сделать костюм с пси-блокаторами. Полезная штука мне будет, кажется. Очень полезная. Учитывая, как я закошмарился из-за этих пси-атак. Это прям, да, оно. Короче, в станции обслуживания есть такой момент прикольный. И пошел я вот по этой тропинке. И здесь был хабар. Вот я именно к хабару направился. Поднялся вот, короче, по этим блокам. Вот наверх пропрыгал вот до этих цистерн. Поднялся наверх. Лутая хабар. Ну, такой нормальный. И смотрю вот в эту сторону, а там цифра нарисована. 2. Прям на трейлере тут каком-то. Такой, нихера себе. А тут вот даже на крыше, кажется, написано вот 4, видите? Вот 4. И тут, короче, смотрю. Ну, осматриваюсь по сторонам, смотрю. Тут 4. Тут где-то... вот тут 6, по-моему, было. И тут где-то на одном из вагончиков 8. Я такой, блин, так это же пароль от этой вот двери, вот, которая вот здесь находится. Где вот находится самый этот бронежилет. И все. 2, 4, 6, 8. Пароль. И все, зашел. Да, прикольно сделано. То есть вот в этом плане все прям, ну, реально. Прекрасно. То есть, если ты находишь какую-то дверь с паролем, то пароль точно где-то рядом. Просто надо найти, глазами прошуршать. Или догадаться. Или же, ну, типа, включить голову и попытаться, ну, разгадать загадку. Вот, например, токарь. Нам же вот прям прикольно
рассудил один этот самый интересный квест, где он был. Вот то ли тут. Нет, не Азимут, по-моему. Ага, вот так вот направляешься. А, не, вот как раз таки здесь, что ли. Но не похоже очень. Не похоже. А, вот он, вот он. Да, вот. Тут квест. Достать какой-то кондуктор. Там. Вот. Из этой базы бывших монолитовцев, которая теперь называет себя как Полдень. Но штука в том, что на этой станции переработки отходов в подвале завелся контролер, и он всех зомбировал. И это так, просто контекст такой. И потом, когда ты разбираешься с контролером и идешь дальше по подземелью этой станции, там доходишь до двери с кодом. Код тебе становится известен, когда ты находишь там КПК или что-то в этом роде. И открываешь его. И думаешь, блин, вот пароль есть. Пойду-ка я к этому домику, где есть кодовый замок. Пробуешь ввести пароль, но нет, не получается. Окей, идешь, выходишь и смотришь. Вот это автобус. На автобусе как раз таки там знак какой-то такой, типа треугольник и кругляшок. Или типа нарисован такой типа глаз. И ты заходишь в этот автобус, и там на задних сиденьях каждого пассажирского вот это вот цифры нарисованы. И чё, типа, мы такие, блин, давай думать нахуй, как сделать по красоте. Вернулись в этот домик, смотрим там через окошко, там через этот вот решетчатую дверь, что там. А там валяется кинопленка на столе. Ага, хорошо, возвращаемся к автобусу. И токарь, короче, додумался, что надо смотреть на те сиденья, где лежат кинопленки. И все. То есть мы смотрим там, где лежат кинопленки, и позади того стульчика, где есть кинопленка, там цифры. То есть мы такие 7-4-1-1. Типа. Пиздец. И мы такие, о, подошло, все, открыли. Вот так вот. Вот так вот, блин. Короче, прикольно все, прикольно. А те, кто, ну, называет эту игру полной хуйней и там прочие такие вот ребята, ну, блядь, типа, не слушайте их и просто, ну, проигнорируйте. Это, ну, дурачки, которые даже не играли в эту игру, понимаете? Они просто даже не играли. Забейте. Привет, Бабах, здорово. А чтобы еще вообще, ну, было по кайфу, поставьте моды. Чтоб хотя бы радио нормальное было. И прочее, прочее. Все. Я все сказал. О. Чтоб по кайфу купить видюху. О, аномалия. Не, ну справедливости ради реально как аномалия выглядит. Он просто висит в воздухе, типа. Блин, какая удобная концепция у игры, да? Типа просто думаешь баг, а нет, аномалия.
О, смотрите. Бля, как же... Да. О, ничего себе. Лира. Асвал. Бля! Гандон вонючий. Бля, вот это вообще не круто, нахуй. Но жестко. Ну, типа, прикольно, но, бля, ситуация страшная. Блять. Гандон ебаный, эти выебу сейчас. Бля, и рожа-то у него другая. Ну, то есть не одна и та же. Да бляха, нихуяха. Втащил просто. И все. Да ёб твою. Ну, двигайся, двигайся. Блин, козлина ебучая, падла гандонская. Мерзкий карлик, блядь. Сейчас. Чё Лира делает? Ну окей, погнали. Козёл. Где мне пси-блокатор? Ох. Где он? С. Он живой, что ли, еще, или он мертвый? А, падла, угандохал я его. Хорошо. Все, хорошо.
Можно уходить. Только... Ага, во. Нормально, нормально. Текай с подвала. Это работа для ведьмака. Нормально, нормально. Я ведьмак. Я ведьмак. Вы, наверное, не знали, но я... Ведьмак. Со стажем. Да. О. Блин, а брак как-то... Блин, а брак? Среднюю радиацию, мне кажется, вливает. Надо бы его продать, наверное. Вот лира окей. Да, норм. А брак? Тоже редкий, кстати, но... Вот казалось бы, типа, ну... Просто хабар. А тут целое приключение, мать его. Блять! Нет! Тихо! Пошел нахер! Пошел нахер! А это что? О. Хм. Интересно. Давно помер. О, а костей тут много. Только я не понял, другие сталкеры по тебе стреляли или по контролеру? Это были не настоящие сталкеры, это был пиздеж от контролера. Он так умеет, да. Он берет и накидывает на тебе вот это вот ебейшие галлюцинации. Ну, в нормальной игре так и должно быть. Как помню, в море идешь по одному квесту, пока найдешь локу, наберешь еще 10 квестов. Вот, да. Ну вот. И тут так. Ну, то есть я сюда шел по какому-то квесту. Ну-ка вспомню. Во, вот это вот. Свет в конце туннеля. Мне нужно достать монолитовское устройство, чтобы наладить торговлю, желательно в рабочем состоянии. Это я пришел к бывшему монолитовцу Тихому. Он монолитовец, по-моему. И он дал мне задание сходить на старое КПП. И путь просто лежит, ну так вот. Ну, понятное дело, я, конечно же, заглянул в деревню новичков. А в деревне новичков я там и помог сталкеру с анекдотом. Там я и зашел к Сидоровичу. А Сидорович, конечно же, мне накинул еще 2 квеста. Ну, типа, да. То есть... Все как положено. А мокрые следы после лужи остаются? Не знаю даже. Ебать, ну это было близко. Тут, помню, был артефакт в первой части. И сейчас, наверное, есть.
А, блин, меня ебануло. Есть, есть. Есть контакт. Бля, вот. Аккуратно. Если прямо на аномалии, на которой нельзя резко двигаться. Ну, приходится резко двигаться. Вот тут. Прям передо мной. О, корона. Пойдет. Блин, а чё корона давала, кстати? Радиация средняя. Ну, блин. Еще бы шажочек и пиздец. Было бы неприятно. Я смотрю, игра довольно лояльна даже на ветеране. Почти всегда остается 5-10 хп после хита от аномалии. Нихуя подобного. Это у меня гир хороший просто. Он у меня улучшенный, просто имею это в виду. У него физическая защита довольно-таки хорошая. Ну, шлем тоже довольно-таки прикольный. С пси-защитой, у которого тоже есть своя защита физическая. Так что да. Когда я был в оранжевом костюме, меня любая аномалия ваншотила. Ну, практически. Электро разве что не ваншотила. Электро. А вот этот выверт меня просто разъебывал нахуй. Жестко разъебывал. Про сталкера спросить. Ну. Да куда расходимся, Ну чё? Ну поговорим, ну блядь. Говори з головним. Да я ж в канализацию не лезу. Ну типа от меня не должно вонять. З розмовами до головного. Пиздец, обидно нахуй. Ха-ха. Ты за шо? А с кем говорить? О, З розмовами до токарь. головного. Нихуя себе. Токарь и тут. Щось хотів? Саня, братан! Раз уже зустрілися, може треба щось? Да ничего. З великим Бегут с большой от разного, а потом в зоне покажет себя таким, какой есть. И все, от себя ты не убежишь. побачимось. Ауф, чё? Ауф. Черевики ось тиснуть. Але тут... І тобі привіт. И тебе и прибить. Ех, Я со снаряга стараюсь побережнее. Изолента там или пару старых рессор, броник. замотаю і таке. Ну а що А робити? что поделать? Цену Сидорыч кусается похлеще слепой псины. Слепого собаку. Да, слепого собаку. Бувай живий, здоровий. О, торф валяется. 1, 26, 26, 8. 8, 1,
26. 8. И полетел. И полетел. Аномалия. Кит. Засидівся я тут, звісно. А с другой стороны, какой те? Хіба я можу піти? Ага. Навколо Кругом жодного зелень села зеленая. Поубиваются без нормального врача. А замены пока нет. До того ж, А кроме того, со снаряга пока беда. Так что... та, що є для... Так что есть для глубокой зоны, куда я хочу, не подходит. Но запрос на обновку у Сидоровича лежит. Он ищет. Як лік? Отпустит тебя Сидорович, конечно, да. Единственного врача из деревни новичков. Ха! Сейчас, блядь. Как его там? О. Как звали этого? Конспирович или Эпирович? Я, короче, не знаю. Битва экстрасенсов, в общем. Готовится к новому сезону. Не иначе. Кашпировский? Не. Ладно, Дэвид Блейн. О, Дэвид Блейн подойдет. Он тоже такой хуйней занимался. Левитировал там всячески. Кашпировский. О, Кашпировский, по-моему, да. Кит. Что-то мне кажется, что он не кит, а должен быть кот. Просто на украинском кит это кот. А как по-украински кит будет? Большая рыба. Гиганта рыба. Ебана рыба. Они еще, кстати, почему-то иногда курва говорят там прочее. Любопытно. Не знал, что у них такое типа тоже есть. Один, два, 6, 8. 1, 2, 6, 8. Проникнення в зону відчуження. Злочин. Не, ну в принципе можно и так. Найти компактную пси-установку. Класс. Сейчас найдем. Кит будет кыт. Блин, а как? Блин, охереть. Это ж спутать можно жестко. О, 308, ничего себе. Как вы думаете, тут кто-то есть вообще? Ждать подлянки. Как будто никого нету. Понял. Ну как бы, блин, да.
стоило ждать, что у пси-установки будут зомбированные. Нихера себе, он восстал. Блин. Ларин. Ну реально зомби. Пока ему башку не отстрелишь, бесполезно в него выливать урон. Так, довольно-таки интересный туннель. Выглядит многообещающе. Есть что? Нет. Йо, какие мод поставил? Привет, Алексей FP. Мод на радио. Ёб твою мать. Ща, погоди. Выйду отсюда. А где он? А, вода под электричеством. А, я себе только что хуже сделал. А я взял? Компактным пси-снов. Не, не взял. Короче. Ладно, стоим. Поставил оптимизацию игры. Понятное дело. Ну, вроде помогло и чуть что, не знаю. Ну, как поставил? Там просто надо кое-какие параметры поменять в ini файле, который находится там кое-где. Поставил также параметры на звук, чтобы звук хороший был. Поставил русское радио. Адекватный спаун врагов, чтобы они, блядь, не за спиной у тебя рождались, а где-нибудь вдалеке. Поставил более-менее адекватную экономику. В которую входит такой, ну, комплексный мод с этим хардкор модом. То есть там у меня мутанты быстрее и там прочее. Короче, там пожестче не будут. Что еще стоит? Мод на реальное название оружия. Ну вот это вот уникальное оружие. Это вот М870. А? Так рано еще. Бескивитер бы тут. Бескивитер. Архан! А это мод на радио тебе B2 поставил? Одевайся потихоньку, скоро пойдем. Пойдем, Архан. В бассейн пойдем. Вот, винторез, вот, вал. А, кстати, другой, что ли, ничего себе. Бесшумно мотивация, на самом интерес позволяет вести эффективно. Демаскирую позицию. А в чем разница? Просто в том, что он автомат и все. Ну и легче получается. Так.
Поставил мод на уникальный экран смерти. Поначалу ставил штуку, которая убирает, как она называется, компиляцию шейдеров, но не рекомендую, он как будто бы слегка ломает игру и делает некоторые моды неадекватными, так что не стоит ставить такой мод. Вместо этого поставь уникальный экран загрузки при компиляции шейдеров, например, анимешную девушку поставь какую-нибудь. У меня такая стоит. Успокоился там? Чё? Нет, не успокоился. Да, зомби. Охереть, у него крепкая башка. Или костюм так защищает. Ну... А нет, пси-установки встают потихоньку. Блин, интерес. Снаряжение у них крутое на самом деле. А у тебя вес игры 1.0 или позднее? По-моему, чуть-чуть позднее, не знаю. Не стимовская версия. Там взял аккаунт у одного чувака. Загрузил. Перевел в автономный режим и вот, короче, играю. Нормально. А там, по сути, только патч первого дня был. Ну да. Да и как бы... Нахер этот... Короче, какие-то другие патчи ждать. Просто вставьте моды. Я вот реально, типа... Обычно моды никакие не ставлю на игры, но вот в эту игру это прям обязательно. Особенно вот это вот радио мерзкое вот в местной игре. Обязательно. Обязательно ставить надо. Ну, если тебе радио не нравится, конечно. Мне не нравится. Я как версию скачал. Ага. Гонка, да? А, кнопка? БТ. Махтал. Пожалуйста, пожалуйста. Не, ну вообще как-нибудь закину список модов, которые я поставил. Когда-нибудь надо бы этим заняться. Так, стоп. Чё я вообще... А! Да. КПК откроем. Блин, не работает. Слушай, мало нам взрыва с обвалом было, да? Теперь еще и с электричеством перебоя. А ведь пообещали, что тоннель ядерный удар выдержит. Зато я уже скоро не выдержу. То перегруз, то недобор. И спасатели не спешат. Наверное, в лаборатории дела похуже. Мы-то живы, а там черт его знает, что там. Да тут тоже хер поймешь. Вот кто вчера все лампы повключал? Барабашка? Я просил, чтобы из-за перепадов их поменьше использовали. Теперь половину все списывать. Фу, блять, а я еще инженер. А еще инженер это. Вообще непонятно. Ну, короче... Суть сообщения такая, что... Я включил. Суть сообщения такая, что у них тут какие-то лютые проблемы. И все. А че еще? Блин. Ладно. Ща, козлина. Не поем. Ты уже подошел? Я его убил все-таки. Я дречь, капец, тут много всего. Вода вся под электричество.
Непонятно. Какой-то сейф интересный. Ну-ка. Нормально, нормально. Терпимо, терпимо. Нифига себе. Полтергейст, походу. Вот это вот признак полтергейста обычно. А? Где? Буде. Буде. Автомат так-то. Зомби. Буде. Почему с автоматом, да? Ну, это необычные зомби, как бы. Ну, зомби, но не в том привычном плане, который ты привык. Ими управляют мутанты, так сказать. Аномальные зомби. Ну, типа. Короче, Абага управляет этими людьми. Монстр управляет этими людьми. На мозги влияет. Превратил их в кашу. И делает с ними что хочет. Сказал им, типа, защищайте это место. Они взяли оружие и защищают. А не важно, что сознания нет. Главное, что... Блин. Мне это дерьмо уничтожить надо? Найти способ подключить излучатель. Не обязательно. Подключить. Блин, а его можно было отключить. Найти способ отключить. А как? Ладно, попробуем все зайти. А, вот и он. Падла. А, так это он излучатель-то включал, да, типа? Понятно. Вот, также еще один мод на энергетике. Чтоб был Monster Energy. Они никак вот, ну, не влияют на производительность. Просто меняют текстурки там прочее. Разве что просто место на хард-диске будут чуть-чуть занимать. Ну, если это что-то визуальное, там картинка какая-нибудь или звуки, то да, там будет много места занимать. Ну, так, слегка. Радио, по-моему, весило там 400 мегабайт или около того. Да. Ё-моё. Прилипал ты как. Йога? Ха. Принудительно. Пушканчики.
Норк. Вы гляньте, что. Они особи из зоны перевести хотели куда-то на исследование, так сказать. Видимо, думали, что смогут полтергейста удержать. Вот того, кого я убил. Но не удалось, не сумели. Вырвался. Впоследствии он еще и типа пси-излучатель активировал. Компактный причем. Компактный. Ох, нихера себе. Спускаемся в подземелье. Да, зависло, если что. Я сохранялся. Кажется, прогруз какой-то случился. Охеренно, блин. Сука. Жестко разъедает мою броню. Вся эта тема. Не, все еще медленный. Так, надо еще что-то скинуть. Вентиляшку включил. Ладно, нормально. А я уж думал, сейчас будем урон получать. О, еще глубже идем. Интригует. О, подушечка. Блин, да ну нахер. Где мой ствол? Блин, он стреляет из моего ствола! Да ну! Гандон! А знаете, что... Вчера Бирон не так сражался, если что. Я искусственный интеллект поставил как раз таки. Теперь эта мразь умнее стала. Он взял, отнял мое, блин, оружие, дробовик, и разнес им мне лицо. Представляете? Умный стал говнюк.
А давайте я с пистолетом на него полезу. Он отнимет у меня пистолет. А я тем временем... оружием получше. Знаете, что такое? Это оружие у меня сюжетное. Оно не может уйти у меня из инвентаря. Не идет. А? Медленно, да. Ну, он создает этот, как его, защитное поле вокруг себя, чтобы пули не попадали. Поэтому он ходит медленно. Но видишь, ему не помогло это. Потому что у папы сюжетный предмет в руках, который нельзя скинуть из инвентаря. Он не мог отнять его у меня. Вот, пистолет антибирр. Тут написано цитата из Стругацких, да? Пусть никто не будет обиженным или что-то типа того. Что он там в конце говорил, я не помню. Отнести излучатель Сидоровичу. Подождите. Это квест. Найти арфу. А, Сидорович, вот он. Найти жгута. Живий? От щасливий чортяка. Так, твой заказ выполнен. Тримай свою псі-установку. Як новенька. Брухт. Хлам, которому цена грош. Гаразд. Ладно, держи свои Тримай купоны. свої купони. Робота проста. Роботу плеваться на 100 тысяч. А не малувато? А не маловато? Подарочная коробка за твой счет с большим бантом. Ну и тихому премия. Так что в самый раз считай. Премія. Так що якраз вистачить. Усе, вали. 6 тысяч. О, це вже діло. Блин, Сидорич, конечно. Я так подозреваю, он, ну, что-то прям капец как мало, ну, типа, дает на самом деле, да? Так, вес. Не, ну как бы то ни было, неплохо. Неплохо тут денег поднял. Неплохо.
Не. Вдало. Так, можно, в принципе... Так, я тут вперед Сидорыч капнул. У тебя тоже немного? Це тобі ще з Это тебе преміальним? еще и с премиальными, по его словам. Да? Ну, значит, тогда премия сразу. Остальное позже. Надо и тебе схему на вооружение взять. Спасибо тебе. Конец связи. Привет, дед Хасан. У кого-нибудь вылетает на локации Росток? Росток. У меня было 2 вылета всего за эти 5 дней. Но сегодня вылета не будет, надеюсь. Но... Хз, типа, что там было-то? Может, как раз таки у Ростка, когда заходил. Так. Малая зона. А, Росток. Ага. Ну, примерно тут где-то, по-моему, вылетал. По-моему, вылетал. Да все, 2 раза-то вылетал. Нормально. А ты оптимизацию ставил? Мод на оптимизацию. Поставь моды. Помогут. Скорее всего, надеюсь. Главное, ну, прям строго следуй по инструкции. Ставил? И что, все время вылетает или все один раз вылетало? Около 100 рентген вылетает. А, ну тогда давай. Ты много модов поставил? Блин, ты чё, дурак? КПК свой чуть не разбил. Может, моды конфликтуют друг с другом? Радий бачити. Хочеш забій? Подумай хорошенько, может, что-то там тебя конкретно конфликтует. А традиционное излучение артефактов? Да ладно, смысл. Кстати, да, чинить надо. 7 модов стоит. Перечисли мне их. О, реально защищает. И чё, вот это вот тоже можно убрать? А, нет, это уже, да. Идет радиация. Все, понял. Так. Помянем павших братцев. Топай к огню, сталкеры. О, тут походу что-то прям клевое намечается. Вот тут надо день сохраниться. Новый фейс наконец-то. А то устал от этих рож сегодня. Особенно с твоей малявы. В жопу иди. Не обращай на него внимания, больный. У нас Энгрис.
Че, блядь? Че за зумер, блядь? Да похеру, погнали. Давай. Отказать будет неприлично. Вот это дело. Сразу видно воспитанный мэн. Ты. Ну чё, давай с парнями познакомлю. Вон тот синяк Аркан. Был образцом долговцем, а потом спился по причине тонкой душевной организации. А он тот гоблин, Гарик, всегда потрепанный был, а на свалке вообще стал разваливаться. И физически, и морально. Погоди. Долговец, бандит и свободовец, что ли? Интересная компания. А ты з волі. А ты и свобода, как я понимаю. Своєрідна у вас Своеобразная у вас компания. Да, есть такое. Но мы вольными на кордоне начинали. Свели нас вместе опасности зоны. И хейт к Сидору. Потом, правда, дороги зашлись. Но все равно собираемся здесь иногда. За жизнь перетеряем. Прошлое вспомнить. Правда, парень совсем кислый сегодня. А ты тут какими судьбами? Окрестностями любуюсь. Та таке. Гуляю собі. Понимаю, они маленькие. Гали только, чтоб Сидорыча не занесло. Облапошит момент. Сидор. Крыса бункерная. Проблема Сидорыча. Чим вас так Сидор образив? Чем вам Сидорыч насолил? Мы как-то ему хабар принесли. Еле-еле дотащили. Все в кровавых слюнях были. Он рассчитался, но на аптечку цену заломил. Говорит, дефицит. Ай, бля. Знал, что у нас выбора нет. Тогда в деревне еще и медика не было. Все пришлось отдать. Даже должны остались. Бля. Тогда и порешали валить от него. Бля. Дерьмовое было время. Хотя у парня и сейчас не сильно лучше. Ты поговори с ними. Пусть душу отведут, а я уж не могу их слушать. Давайте послушаю вас, чем. Так, ну, блин. Как бы таксист. Во. Да блин, это колбаса. Ладно, давайте водки дрябнем. А ты ставил мод, который убивает загрузку шейдеров перед началом? Я его убрал, он как раз таки ломает игру. И конфликтует с некоторыми модами. Без него, но без компиляции шейдеров некоторые моды не могут работать. Слышь, брат, что хотел? Как раз может из-за этого проблема. Попробуй. Как дела на свалке? Яка ситуація на смітнику? Хреново по обстановке. Паханы беспредел устроили, натурально. Без Нестора такая дичь творится, что крыша течет. Базарь. Все на себя, мля, на дело тянут. При Несторе такого не было. Что теперь делать? Хер пойми. Тобой, гляди, свою же глотку вас не прирежет. Не может так дальше продолжаться. Так совсем из братвы никого не останется. Пахан один должен быть. А не вот это вот. Чё, долго творится? Ворон, черт поганый, я бы его мразоту на куски. Так. Алло? Антон, это потихоньку. Меха, да? Окей, хорошо. Короче. Давайте поговорим с ним. Частіше закусуй. Чаще закусывай, солдат. Приказы ничего не исполняю больше. Больше все. Воронин падла. Говорит тем, кто с Лусом снюхался. Хрен. А не стволы нормальные. А там эти мутанты на нас выскочили. А ствол заклинил. Нет больше Андрюхи. Нахер Воронина. Нахер Зулуса.
Вижу, ты на тебя парней вытерпел. За такой подвиг мне причитается. Вот, держи координаты. Я их на днях выторговал. Что там за хабар, не знаю, да и перец туда как-то влом. Может, найдешь чего полезного? Придёли за Сидоры, а что настало? Вообще, я прошлое вспоминать не люблю. У меня в настоящем все гуд. А в свободе проблем нет? Невже у волі все так добре? Ну, конечно. Это тебе не душный долг. Проснулся на арене, ставочку закинул. С корешами в баре посидел. Не жизнь, а сказка. Я всю эту канитель Сидоровичем вспоминаю, как страшный сон. Свобода, сталкер. Это не пустое слово. А Сидор пусть горит алым пламенем. Ну да. Кажись, если я завалю Сидора, это прям подвиг будет, так сказать. Найти жгута. Так. Ага. Это задание от Сидоровича как раз еще. Так, сохранимся. Блин, а я думал, я с ним прям бухать сидеть буду. Так, нормально. Но компания интересная, конечно. Сейчас я вам перечислю эти самые моды, что я поставил. Правда, почему-то у меня вот это вот не работает. Называется, как его? UI, короче, убирает интерфейс. Вот. Короче, это вот энергетик, Monster Energy стоит вот этот самый, как его. Ну, это херня. Ай, как называется, которая интерфейс должна убирать. Там на ходке он, по идее, забинден, но не пашет. Надо будет убрать и перекачать, скорее всего. Вот. Оптимизатор версии 1.67. Новенький, кстати. Только вчера, по-моему, выходил, позавчера, я точно не помню. Вот. Экран смерти с котом. Он со звуком, смеется над тобой. Альтернативное радио. Тут русские песни. 300 мегабайт всего. Думал 400, кстати. Вот загрузка компиляции экрана с анимешной девушкой. Кстати, вот этот прикольный мод тоже. Вообще для восприятия приятный. Красные гильзы для дробовика. Smooth Water — это ты больше не тормозишь по воде. Тут, ну, то есть, замедление в воде тут вообще сломано в ванильной версии. Оно, ну, нахуй не надо. Ну, зачем оно вообще не понимаю. Реальное название для оружия. Ну, то есть, понятный мод. Хардкор, сложность. Тоже прикольная тема. Искусственный интеллект для солдат и этих самых мутантов. Супер Alive. Ну, типа Alive. Не Alive, конечно, но просто типа дистанцию появления там бандитов и там прочее чинит. В ванильной версии эти падлы появляются у тебя за спиной просто. И очень часто, кстати. Поэтому обязательно ставить это надо, мне кажется. Длинные дни. То есть в ванильной версии у тебя просто день-ночь сменяется чуть ли не каждые 10 минут или 5 минут. Ебанешься. Поэтому для более приятного восприятия время теперь длится медленнее. Типа. Можно поставить вообще супер медленно, там, чтобы чуть ли не с настоящей жизнью у тебя чуть ли не все равнялось. Ну, я поставил там что-то типа замедление в 2 раза всего. И нормально. Работает хорошо. Вот это Фрэнсис Луис
вспомнить бы, что это. Фрэнсис Луис. Alive. Ну, Zoom диалог, кстати, ставил его когда-то. Ну, он позавчера еще стоял, по-моему. Но я так подумал, он тут тоже, по-моему, кажется, ломает, поэтому не стал его трогать. Возможности продавать сломанные вещи тоже поставил, чтобы был хоть какой-то смысл лутать что-либо. Там копейки, конечно, падают, но тоже неплохо. Вот он, но шейдер warm-up, но я его удалил отсюда, потому что, ну, дерьмо полное. Difficulty. Hardcore. Вот, difficulty экономия модуля. Вот это вот чинит экономику и баланс в игре. И вот старые версии оптимизации. Все равно вылетает что-то, все равно не дает прогрузиться. Как говорится, чем больше модов, тем больше багов и вылетов. Да, у меня все в порядке. У меня вообще все нормально. У тебя, я уверен, проблема, знаешь, какая? Давай я тебе, блин, помогу, что ли. Хуй знает. Сталкер. Да я и тебе так помогаю. Блин, если бы я не помогал, то я не тратил бы на это время, конечно. Так, сейчас. Где он у меня? Дата, local. Сталкер. Windows. Game User Settings. И вот это вот, в принципе, в телегу закинул. Так, в телегу. Угу, хорошо. Тогда, наверное, можно файлом.
Арухан, одевайся. Ага. Да блин, чё он так криво-то? Все, пожалуйста. Подписывайтесь в телегу. А я пошел с сыном в бассейн. Потом приду и продолжим ходить по зоне. Так, ну все, подписывайтесь, не теряйте меня. Увидимся через час-полтора.